Битва, подобно которой, возможно, не знало человечество. И он вышел, и когда войска мусульман вышли против монголо-татар, а монголо-татары, их армии были подобны горам. Историки не верили в то время, что эта армия когда-либо потерпит поражение. Настолько упал дух мусульман, никто не верил. Мусульмане не верили, что возможно их победить. Доходило до того, что некоторые говорили, что они есть Яджудж и Маджудж. Невозможно их победить. И эту армию монголо-татар возглавлял сын Чингисхана. И первыми они отправили верблюдов, на которых были шипы. И они наносили урон авангарду правый, разбили авангард правый, левый фланг, центр. И Хутус остался в середине этой битвы. И передается, что он снял шлем, который был у него на голове, и защищал его, бросил на землю, стал топтать его и говорит: «О, ислам!» То есть не осталось ислама, все, закончился ислам. И он передается, что эти слова тихо сказал, однако Аллах дал услышать эти слова мусульманам, которые там были. Ислам ожил. Аллах Всевышний в Коране говорит: «Инна наззальна зикра ва инна лаху лахафидун». Мы не спаслали напоминание, и мы будем хранить его. И мусульмане сражаться стали так, как сражается мужчина за своего сына, за самого себя. И не настал обед, кроме как татаро-монголы бросились в бегство. И Хутус говорил: не опускайте своих мечей с их голов до тех пор, пока мы их не загоним в Дамаск. И мусульмане убивали их, брали в плен, так что десятки и сотни мужчин падали на свои лица. Мусульмане их убивали в течение 3 дней и 3 ночей. И историки передают, что так много было убито от монголо-татар, что когда поднимался ветер, раздавался шелест от ногтей, который ветер поднимал, подобно шелесту листьев. И когда поднимался ветер, то окружные деревни и города, такой запах вот этот мертвечины разносился. И Аллах даровал победу.